На этой исторической родине, там пошли Нуродилов, было село Майсты. Во время выселения чеченцев к нему дороги не было, к селу. К этому селу спускались на веревках 2 взвода. И командир батальона по фамилии Гангадзе, замполит батальона по фамилии Панич. Они на веревках спустились, рослые, здоровые, горный стрелковый батальон, это что, который должен был сражаться с этим Эдельвейсом и так далее. Возник вопрос, как теперь их вывозить, чтобы отправить в Среднюю Азию в высылки? Как их выводить? И каждого ребенка, старика, женщину, каждому надо привязывать и вытягивать туда, наверх, как они спустились. Раз предложение унес замполит Панич. Он сказал, их хлопотно поднимать, давайте мы их всех в расход и закинем в ущелье. Этой идее воспротивился молодой русский парень, командир взвода Шинкарев из Белгородской области, бывший солдат этого батальона. Он сказал, я не буду стрелять в стариков, женщин и детей. За что получил по лицу от командира своего Гангадзе рукояткой пистолета. Тогда он встал среди этих людей. Тогда этот Шинкарев, молодой лейтенант, пошел и встал среди этих чеченцев, стариков, детей и женщин. Тогда стреляйте и меня. Раздалась команда «Огонь». И все выстрелы прошли над головами. В людей не хотели стрелять. Тогда командир батальона и замполит набросились на солдат, начали кричать, вы что делаете, почему не стреляете и так далее. Тогда 12 бойцов, весь взвод этого Шинкарева, бросил оружие и встал рядом со своим командиром среди этих чеченцев. Второй взводом командовал командир взвода по фамилии Усманов. И взвод Усманова выполнил приказ. Расстрелял 12 бойцов, командира Шинкарева и все население этого маленького села. И их сбросили в пропасть. Потом в рапорте отметили, что в селении Майсты оказали ожесточенное сопротивление. Лейтенант Шинкарев со своим взводом погиб при исполнении служебных обязанностей. Об этом совсем недавно участник этих событий Василий Подубоярский поведал в своей местной газете. Оттуда оно перешло сюда.